Насилие, угроза общественному порядку, человеческие жертвы – вот что представляет собой терроризм как явление. Формы и методы террористической деятельности со временем меняются, отмечают на встрече. Сейчас, в веке интернета, вербовщики ловят потенциальных жертв через сети мировой паутины. Чаще всего это молодежь, говорит Алихан Хашагульков, представитель антитеррористической комиссии Назарановского района. Были моменты, когда пресекли деятельность подростков, которые планировали. В Аль-Юрте есть промышленные объекты, это Теймах, фабрика и завод РИАК, которые планировали закладку взрывных устройств на этих объектах. И, соответственно, эта деятельность этой группы была разоблачена, и данные люди были привлечены к уголовной ответственности. Также такая же группа была поймана в Сужинском районе. Организаторы призывают молодых ребят в первую очередь быть осторожными с подозрительными сайтами и рассылками в интернете. Никакие лайки, репосты в данное время тоже нельзя оставлять. За них, если они разово оставлены, административная ответственность, если они многоразово, от тяжести вот этих постов и так далее, уже уголовная ответственность предусмотрена. И надо понимать, что преступления террористического характера, они относятся к тяжким, особо тяжким преступлениям, за которые установлены большие сроки. Вовлечение в экстремизм может начаться незаметно. Вербовщики действуют умело, шаг за шагом, вопрос за вопросом. Иногда стоит лишь перейти на незнакомый сайт, и ты уже оказываешься в капкане. Поэтому в интернет-паутине надо быть бдительнее, уверенная старшеклассница Жанат Кадзоева. Девушка выработала свой алгоритм действий, если наткнется на подозрительные рассылки и сайты. Я бы первым делом обратилась к старшим, потому что они более опытнее разбираются в этом. А потом я рассказала бы, распространила эту информацию своим друзьям, чтобы они не заходили на эту ссылку, чтобы они не смогли бы привлечься к терроризму, чтобы не было заинтересованности, чтобы они были в безопасности. Я считаю, что такие лекции полезны для меня и для моих одноклассников, ведь сейчас терроризм распространен, и нужно остерегаться этого, чтобы в дальнейшем не случилось таких случаев. Еще нужно не заходить в подозрительные сайты, не ставить лайки, впрочем, остерегаться этого. Лекторы, а это представители муниципальной власти селения Кажево, религиозные деятели, сотрудники Назрановской районной администрации затронули еще один острый вопрос современного общества – наркоманию. Статистика наркозависимых по стране в последние годы нерадужная. Наркомания молодеет. Сейчас запрещенными психотропными веществами балуются и школьники. Diğer derse dana sıdıyorlar. Şeyde naft sıdıyorlar. Dik çaman tehdo. Fi lirik işi, fi narkoman şu. Sıdviyan olur, qarq olur olsa gama itta sosvi deti davalar. Sıdviyanlar sen lirik işi narkoman aslında sinsmal adad oluşandas. Конечно, هو мягко حاجة дорвется, что حاجة قدر, ну на какое-то время настроение, конечно, поднимается. Но уже чахлян хандас. В числе слушателей лекции не только школьники, но и представители старшего поколения. Так что поучительная беседа направлена и на них. Имам Кажево Магомед Албагачиев отметил, что главная задача для взрослых, особенно родителей, следить за своими детьми. Вейдизл, шиняца, вейдизл. Вейваж долги диз вейдизл. Я хада я вижу где что. Агара тажейну yok. Kuzlat juvasıbi, kuzlat juvasıbi. Sen haklı, adla lahdi, keşke batbasir. Sen tabi düşüyoruz yok. Adayın hatta gühünsü yok. Atık adamı ahda düştü. Сюда ж я дизел там притчи, я знаю, что переход возраст, агар хапл жмер, может лучше, может лучше. Родители ж бы да нам бы яш больше, я трачу внимание, если сберешь, пошатнуться дочь. Подводя итоги встречи, лекторы еще раз напомнили молодежи осознанно выбирать свой круг знакомств и в случае общения с подозрительными людьми в соцсетях советоваться с родителями. Дана Плиева, Хамзат Халухаев, Новости 24.